Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. Аймиконский район находится в зоне риска подтопления. Значительный подъем уровня воды в реках произошел из-за продолжительных ливней. На борьбу с коноплей Мигино-Кангаласский район получил тракторы и сенокосилки. Кылахская молочка стала доступнее. Местный фермер открыл магазин в центре Алепинска. В Аймиконском улусе из-за продолжительных ливней отмечается значительный подъем уровня воды в реках. Обстановка пока остается под контролем. По данным на 8 утра 14 июля уровень воды в реке Индигирки достиг отметки 4 метра 17 сантиметров. При необходимости в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Наследии объявят режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Также по данным якутского гидромета на реке Индигирки продолжается подъем воды. В ближайшие сутки уровень может подняться до 530-560 сантиметров, а это приближается к отметке неблагоприятного явления. Энергетики Якутскэнерго ведут восстановление электроснабжения в центральном и западном энергорайонах Якутии. Причиной отключения электричества в центральном и западном энергорайонах стало технологическое нарушение в работе Нерюнгринской ГРЭС, в результате чего сработала противоаварийная автоматика Якутского, западного и южного энергорайонов Якутии. Произошло разделение от объединенной энергосистемы Востока, вследствие чего ограничения энергоснабжения отмечались в центральной, западной и южной Якутии, а также в Амурской области. Причиной отключения электроснабжения в центральном и западном энергорайонах стало технологическое нарушение в работе Нерюнгринской ГРЭС, которое произошло сегодня в 16:00, в результате чего сработала противоаварийная автоматика Якутского, западного и южного энергорайонов Якутии и произошло разделение от объединенной энергосистемы Востока. Системный оператор единой энергетической системы Востока дал команду на восстановление нормальной схемы электроснабжения отключенных районов, и в 18:27 после набора нагрузки полностью восстановлено электроснабжение потребителей в полном объеме. Работники Сахаэнерго в этом году планируют отремонтировать 109 единиц дизельного оборудования на электростанциях северных и арктических районов. На сегодня специалисты уже провели ремонт 26 агрегатов. Наибольший объем работ выполнили на энергоучастке производственного центра и Аймиконском РЭС. Капитальное обслуживание дизельных установок позволяет существенно сократить расход топлива, повысить надежность работы и продлить ресурс двигателей, что особенно важно для удаленных поселков с суровым климатом. Глава Якутии провел заседание оперативного штаба, посвященное координации строительства и реконструкции дорожных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм, в частности, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обсуждались ключевые дорожные проекты, включая реконструкцию дорог Умнас и Абалах, мостового перехода через реку Улахан-Хыры-Алах и строительство улично-дорожной сети в квартале «Воинская часть», а также мостового перехода через реку Лену. В этом году в Якутии ведется строительство и реконструкция 5 мостов общей протяженностью 583 метра. Около 144 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования составляет 14 миллиардов рублей. Мониторинг лесов усиливают с помощью 35 новых беспилотников с тепловизорами. Новые беспилотники позволяют эффективно работать в условиях задымленности и труднопроходимой местности. Благодаря тепловизорам они способны точно выявлять кромки действующих лесных пожаров и контролировать подъезды к очагам возгорания. Кроме того, они активно используются при патрулировании лесных массивов и контроле за соблюдением требований арендаторами и иными пользователями лесных участков. Технологии квадрокоптеров применяют и в Нюрбинском районе. Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками МЧС проверяют участки сельхозназначения на предмет нецелевого использования. Заброшенные сельхозугодья – один из главных факторов риска возникновения лесных пожаров. По итогам проверки выявлен ряд нарушений. Собственникам сельхозугодий направят предостережения для устранения нарушений. Совместные рейды Россельхознадзора с МЧС продолжатся до конца пожароопасного сезона в республике. В пожароопасный период с мая по сентябрь месяц проводятся выездные обследования земель сельхозназначения. На сегодняшний день где-то обследование 150 земельных участков на площади примерно 4000 гектар. В Нюрбинском районе где-то порядка обследования 20 земельных участков. Из них более половины участка есть зарастание. После обследования собственникам, пользователям земельных участков будут направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
В Мегино-Кангаласском районе проводят рейды, в ходе которых выявлено произрастание дикорастущей конопли в 9 населенных пунктах. На заметку, в прошлом году в районе уничтожили около 250 килограммов дикорастущей конопли на территории более 3 гектаров. Министерство сельского хозяйства республики ежегодно выделяет финансовые средства на приобретение оборудования для уничтожения наркосодержащих растений. На средства субсидий в Мегино-Кангаласском районе были приобретены мини-тракторы и сенокосилки. Совместно с администрацией Мегино-Кангаласского района проводится мероприятие по их уничтожению, а также сотрудниками полиции проводится мероприятие по выявлению лиц, их культивирования и незаконное приобретение и хранение. За незаконное хранение и приобретение наркосодержащих растений предусматривается уголовное наказание, предусмотрено статьей 228 Уголовного кодекса, а за культивирование предусмотрена статья 231 Уголовного кодекса. В республике продолжается оказание всесторонней медицинской помощи участникам СВО и их семьям. 3722 участника спецоперации получили медпомощь. Также с апреля прошлого года организовано проведение диспансеризации для этой категории граждан. Якутские медики оказывают помощь в городе Докучаевске, ДНР, где на сегодня проведено более 100 лапароскопических и около 50 травматологических операций. С 1 апреля 2025 года в стране начал работать единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по медико-психологическому сопровождению семей и участников СВО. В чате медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по разным тревожным состояниям, работают якутские психологи Якутского психоневрологического диспансера в количестве 5 человек. К настоящему моменту проведены консультации 356 человек из разных регионов страны. Кылахскую молочную продукцию горожане могут приобрести теперь в центре города. Недавно открылся магазин. Фермер, который организовал сельскохозяйственный производственный кооператив, начинал со своего стада. Далее выиграл грант и построил добротный коровник. Встав на ноги, он решил 2 проблемы. Снабдил бесперебойной молочкой село и город и организовал сбор молока у односельчан. На 2-й год работы фермер из села Кылах открыл магазинчик молочной продукции. Если в 1-й год он реализовывал только свою продукцию, то теперь, создав кооператив, принимает молоко у 13 предпринимателей Кылаха и 2 из села Такко. 2-й год уже работает молочный цех. В прошлом году перерабатывали только собственное молоко, и нам удавалось быстро сбывать нашу продукцию. В этом году, когда Колдовая Люкна закрыла свой молокоприемный пункт, мы обратились, мои коллеги, фермеры Кылахского наследия, и они начали сдавать молоко в мой цех. Поэтому в этом году у нас сырья много, каждый день перерабатываем около 3 тонн молока. Представленную продукцию берут отлично, особенно пользуются спросом быпах, полюбившийся горожанам. Сегодня я приобрела молоко, сливки, хотела еще приобрести бырпах, кумыс, наш традиционный напиток, но он уже закончился, к сожалению. Также сливочное масло. А ранее пробовали продукцию? Нет, 1-й раз. Вот сейчас только попробовала, понравилось, поэтому купила. Попробовали молоко? Да, попробовал молоко, очень вкусное. Отличается от... Да, прямо настоящее наше местное молоко. Даже детство вспомнил. В планах ассортимент расширить. Сейчас, конечно, в магазине представлен ограниченный ассортимент. Это в основном 3 вида масла, плюс сливки, молоко. Но на днях планируем запустить в производство йогурт, кефир, бырпах, творог и чохон, так называемый якутский национальный продукт. Главная проблема – недостаток мощностей электроэнергии. А установить подстанцию сейчас слишком дорого. Ввиду того, что электроэнергия у нас ограничена, приходится нам продукцию выпускать чередуя. То есть одновременно несколько видов продукции мы произвести не можем, потому что не хватает электрической мощности. В прошлом году я писал на увеличение мощности, на присоединение, увеличить мощность до 50 киловатт и
Цена велика. Конечно, да, они предложили поставить отдельный трансформатор, и цена была там за 1 миллион. Таких денег пока в начале деятельности у нас нет. Тем не менее, предприниматель уверен, со временем все получится. Елена Фаст, Максим Копылов, Алепинск. В Якутске на финишную прямую вышло строительство первого в России адаптивного образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже 1 сентября этого года свои двери распахнет специальная коррекционная школа на 550 мест. Строительство комплекса готово на 95%, завершены работы по оснащению технологическим оборудованием. Уникальный комплекс, расположенный на Сергейлякском шоссе, займет площадь более 14 гектаров и будет включать в себя не только школу, но и детский сад на 200 мест, а также интернат на 150 мест. Основные работы остаются для завершения этого благоустройства, установка малых архитектурных форм, озеленение, соответственно, в сезон осенний предстоит еще завершить, ну и полностью оснащение технологическим оборудованием данного объекта. В принципе, работы уже все подходят к завершению. На сегодняшний день, значит, всеми материалами, необходимыми для объекта, все укомплектовано. Работы ведутся по графику в целом. Студенческие отряды Якутска активизируют работу в сфере детского отдыха. В рамках реализации грантов и соглашений со школами студенты проходят спецподготовку для работы вожатыми в летних лагерях. Студенты, работающие в лагерях, получают ценный опыт работы с детьми и вносят вклад в их развитие. Этим летом в роли вожатых планируют себя попробовать 250 участников студотрядов. Мы трудоустраиваем подростков на летний период, и не только на летний период, то есть такие проекты, как Алабука-топ, получается еще Алабука-топ в строительном отрядах и по типу этого. Также на данное время наши ребята работают в дневных лагерях, они проходят специальное обучение, школа подготовки вожатых, это проводили движение первых. Совместно с ними мы трудоустраиваем подростков. Завершилась 22-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары». В ней приняли участие 1521 спортсмен из 35 команд, задействовано 259 судей. По 11 зачетным видам спорта разыграно 196 комплектов медалей, установлено 9 рекордов республики по якутским прыжкам из станна, кобах, гиревому спорту, прыжкам через нарты, метанию аркана и топора. Победителями по группам стали команды Мегина Кангаласского, Чурапчинского, Кобяйского, Жиганского, Улусов. Татинская спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Открытие и закрытие игр впечатлили спортсменов и гостей. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в итоговом выпуске новостей.